Чечне с часу на час ожидается официальная регистрация кандидатов. Особый интерес вызывает решение главы правительства сепаратистов Масхадова участвовать в выборах. В связи с этим некоторые наблюдатели говорят о начале дележки власти между Масхадовым и нынешним лидером Яндарбиевым. Обстановку еще больше осложняет активность Басаева, памятного захватом заложников в Буденновске. Его участие в выборах может довольно сильно дискредитировать идею независимости Чечни. Между тем, как сообщает Радио Свобода, не теряет времени и Радуев, которого радиостанция называет террористом номер 2. Радуев, трезво оценив свои небольшие по сравнению с основными претендентами шансы, решил идти вторым номером на выборы, то есть баллотироваться в вице-президенты. Правда, с кем он будет это делать, Радуев еще не решил. Или не решились пока на это его возможные партнеры по выборам. Вот на таком фоне Чечню сегодня вновь посетил секретарь Совета Безопасности Рыбкин. Как было заявлено сегодня журналистам, российская делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным прилетела в Грозный для обсуждения как минимум 3 блоков вопросов. Первый из них, и, видимо, самый важный для обеих сторон, касался предстоящих в республике президентских и парламентских выборов. По словам Ивана Рыбкина, в Москве их считают внутренним делом Чечни, и тем не менее российская сторона намерена играть в их подготовке не последнюю роль. В свою очередь, помощник президента Чечни по национальной безопасности Ахмед Закаев дал понять, что они с уважением относятся к желаниям России помочь им в проведении выборов, и тем не менее считают, что Москва должна удовлетвориться ролью беспристрастного международного наблюдателя. Мы уважаем позицию российской стороны. Российская сторона в числе других государств и международных сообществ будет наблюдателем на этих выборах, и нам не безразлична ни позиция и ни мнение российской стороны. И поэтому по всем вопросам, которые мы сегодня обговорили, чтобы все соответствовало всем международным нормам, мы, в первую очередь чеченская сторона, мы заинтересованы, чтобы наши выборы были признанными и законными. Предполагалось, что в ходе сегодняшних переговоров чеченской стороне будет предложен также для рассмотрения проект договора о разграничении полномочий, подготовленный в Москве. Но, как выяснилось, чеченцев не удовлетворила уже сама постановка вопроса. Они снова дали понять, что ни о каком дележе полномочий речи быть не может. Поэтому стороны пришли к тому, что должен появиться на свет несколько иной документ. Говорили мы сегодня о соглашении, которое нам предстоит заключить, которое будет вырабатываться, скорее всего, после выборов. Это соглашение об особых экономических взаимоотношениях. На договор определенный выходить в последующем будем, конечно, но это 2001 год, как мы говорили. В целом стороны высказали удовлетворение тем, как выполняются условия соглашения, подписанного в конце ноября Виктором Черномырдиным и Асланом Масхадовым. В качестве конкретных результатов этого сотрудничества членам делегации и журналистам сегодня были продемонстрированы возможности новой станции телефонной сотовой связи. А также объявлено о том, что с завтрашнего дня из Грозного возобновляются после длительного перерыва регулярные пассажирские авиарейсы. Пока они будут связывать столицу Чечни с Москвой и Ростовом-на-Дону. Александр Абраменко, Сергей Смирнов, НТВ, Чечня.